Табыллах Ильтимен депутаттара Көнді Сакам Сиренолохтоахтора, уважаемые народные депутаты, дорогие якутяне, сегодняшнее послание первое для меня в статусе главы Якутии. И я считаю очень важным, чтобы в начале пути все ветви власти, политические, общественные силы определили общие приоритеты и скоординировали наши дальнейшие действия. К 2019 году республика подошла, лидируя по многим социально-экономическим показателям в Дальневосточном федеральном округе. Трудовые достижения якутян, успехи в искусстве, спорте, науке, ввод новых социальных и производственных объектов, яркие масштабные события, которыми был богат 2018 год, все это говорит об огромном значении Якутии для региона и для всей нашей великой страны. Говорит о ее неисчислимом потенциале, который нам предстоит реализовать, чтобы позитивная динамика преобразований стала необратимой. Мы обязаны проложить кратчайший маршрут от занимаемых позиций в развитии Дальнего Востока до передовых масштабов России. Призываю всех включиться в эту работу. Говоря «все», я имею в виду каждого жителя нашей республики. Сложив в общий вектор свою энергию, крепко чувствуя плечо сограждан, мы способны ответить на самые серьезные вызовы. В уходящем году Якутия столкнулась с самым разрушительным за последние 18 лет наводнением. Бедствие коснулось 5500 ее жителей. Пострадали почти 1500 жилых домов в 63 населенных пунктах. Были повреждены десятки километров дорог, множество школ, котельных, другие объекты. Преодоление последствий наводнения стало первым серьезным испытанием для меня и нашей команды на посту главы республики. Только сейчас, когда все эти населенные пункты успешно подготовились и вошли в зиму, пострадавшие семьи получили финансовую помощь, приходит понимание масштабов проделанной работы, в которой участвовали органы государственной власти, муниципалитеты, предприятия и жители Якутии. Благодаря огромной поддержке руководства страны, республика как никогда раньше в кратчайшие сроки получила из резервного фонда правительства в общей сложности порядка 950 миллионов рублей на восстановительные работы и помощь пострадавшим. Президент страны Владимир Владимирович Путин лично держал на контроле, чтобы эти средства до Якутии дошли как можно скорее. Главное, что общественность Якутии показала прекрасный пример консолидации. Никто не остался в стороне. Вся Россия увидела, что якутяне не оставляют своих земляков в беде. И в этом наша сила. Уважаемые коллеги, в этом году начался новый этап жизни республики, связанный как с изменением политического ландшафта, так и с формированием новых приоритетов социально-экономической политики государства. Главным политическим событием года, безусловно, стали выборы президента Российской Федерации. И якутяне выразили безоговорочную поддержку главе государства Владимиру Владимировичу Путину. В единый день голосования, 9 сентября, состоялись самые масштабные выборы в истории Якутии. Одновременно прошли выборы главы республики, депутатов Государственного собрания Илтуман-6 созыва, глав районов, городских округов и поселений. По их результатам состав парламента обновился на 67%, кардинально обновился корпус глав районов и городских округов и поселений. В условиях конкуренции местные органы власти избраны представители 9 партий. Считаю, что выборы показали зрелость гражданского общества в республике, развенчали мифы о политической пассивности нашей молодежи. Избирательная кампания прошла организованно и без нарушений. А значит, нам удалось обеспечить полную легитимность вновь избранных органов власти, как республиканского, так и местного уровня. Порой в пылу политической борьбы звучали различные заявления, шли в ход, наверное, не самые чистые приемы информационного влияния. Сегодня я требую у всех участников прошедших выборов выстраивать нормальные рабочие отношения. Нам всем надо взаимодействовать друг с другом, надо сообща принимать решения, от которых зависит повышение качества жизни якутян. Будем работать вместе во благо Якутии, во благо нашего Отечества. Уважаемые друзья, якутяне, нет сомнения, что творцами всех наших сегодняшних и будущих достижений являются люди. Поэтому счастье и благополучие человека является приоритетом стратегии Якутии. Наша главная цель – создать условия для самореализации всех жителей республики. Через приобретение современных знаний и навыков, приобщение к культурному наследию и укрепление здоровья, через формирование комфортного и безопасного пространства для жизни и труда. Первостепенная задача – преодоление бедности, устойчивый рост реальных доходов якутян.
Со дня вступления в должность главы республики я подписал 5 стратегических указов, направленных на реализацию моей предвыборной программы «Якутия вперед». В указах поставлены задачи развития республики до 2024 года, определены целевые показатели и действия их достижения. Уверен, что в ближайшее время парламент республики в соответствии с требованиями федерального законодательства утвердит проект стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года. По итогам работы проектных команд, которая сегодня уже идет с участием внешних российских экспертов, в первом квартале 2019 года дорожные карты по всем стратегическим направлениям будут утверждены и начнут осуществляться. Хочу подчеркнуть, что работа теперь будет строиться по новым принципам. Важнейший из них – персонификация ответственности исполнителей. Времена, когда начатые проекты попросту забывались, забрасывались, и никто не нес за это потом в конечном итоге ответственности, должны остаться в прошлом. Первый пример нового порядка уже есть. В моем инвестиционном послании на 2019 год закреплена персональная ответственность членов правительства за каждым крупным проектом, начиная от Ленского моста, заканчивая строительством социальных объектов по проекту ГЧП в городе Якутске. Такой принцип работы будет принят и по всем другим направлениям, и на уровне республики, и на уровне муниципалитетов. Уважаемые коллеги, наши цели должны самым тесным образом перекликаться с параметрами, которые заданы указом президента страны о целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Этот документ является основополагающим при постановке задач республики на среднесрочную перспективу. Мною и руководством правительства ведется напряженная работа по включению проектов республики в федеральные и национальные проекты. Нам уже удалось на самом деле добиться впечатляющих результатов. В ближайшие только 3 года из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в республике будет направлено свыше 35,5 миллиардов рублей. Это огромные средства, такой поддержки Якутия еще никогда не получала. Но, безусловно, мы не можем ограничиваться только освоением бюджетных средств, даже таких колоссальных. Ведь перед нами стоит задача не только догнать уровень жизни населения в передовых регионах. Нам нужно достичь абсолютно нового уровня транспортной доступности, комфорта жилой среды, высокого качества образования и здравоохранения, развить рынок труда и внедрить современные технологии во все сферы жизнедеятельности и производства. Поэтому будет продолжаться работа по привлечению инвестиций, широким применением механизмов государственно-частного партнерства, концессионных соглашений. Поставлена задача до 2024 года привлечь в экономику республики не менее 500 миллиардов рублей. Движение уже есть. Так, буквально из небытия, с самых далеких полок, нам удалось вернуть на обсуждение проект строительства автомобильного моста через Лену. Завтра я возвращаюсь в Москву на научно-технический совет Росавтодора, где пройдет защита 3 предложений от крупнейших мировых и российских компаний по проектам его строительства. Это говорит о резко возросшем интересе к Ленскому мосту на всех уровнях, подтверждает абсолютную реальность его строительства в ближайшие годы. Вместе с тем, работа по подготовке нацпроектов в республике высветила глубокую архаичность механизмов управления, привлечения и использования финансовых средств. Многое у нас буквально осталось на уровне начала 2000-х годов. Поэтому новые механизмы управления, инвестиционной активности должны вытеснить запылившиеся, доставшиеся нам наследство и дышащие на ладан методы. Деятельность целых отраслей надо перестроить по самым лучшим российским стандартам. И это нельзя откладывать на следующее пятилетие, кивая на сложную экономическую или социальную ситуацию. Нужно делать это здесь и сегодня. Для этого, безусловно, необходимы передовые знания и компетенции у всех, начиная с руководства республики. Именно в таких целях сегодня проведена масштабная ротация в исполнительной власти. Состав правительства обновился у нас на 65%, из 28 членов правительства 18 новые люди. Перед каждым руководителем поставлена задача внедрения современных методов управления, повышения производительности труда в традиционных и новых отраслях, максимальной эффективности используемых средств. Это касается и упрощенного бюджета в таком же объеме, и был образован огромный кассовый разрыв порядка 30 миллиардов рублей. Чтобы их закрыть, пришлось приложить в этом году колоссальные усилия на уровне руководства республики. Бюджетная политика, конечно же, прежде всего должна быть реалистичной и честной. Жить надо, рассчитывая на реальные доходы, а не стараться делить шкуру бегающего в тайге медведя.
Будут дополнительные доходы, всегда найдем возможность распределить средства по приоритетным направлениям и внести их на рассмотрение депутатов Государственного собрания. При этом хочу сказать о своем глубоком убеждении, что не финансы в конечном итоге определят, будут ли достигнуты поставленные цели. Даже имея в распоряжении огромные средства, без поддержки жителей республики, без участия бизнеса, предпринимателей, без сопричастности людей мы не добьемся успеха. Об этом я говорил и на расширенном заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации, который проходил в Крыму. И президент России в своем заключительном выступлении отметил, что поднятая мной тема сопричастности людей очень важна для успеха всей работы по реализации национальных проектов. Уважаемые коллеги, ядром экономики республики, конечно же, является промышленность. И многие отрасли сегодня начинают набирать новую динамику. 17 миллионов тонн в этом году превысит добыча угля. В первую очередь это связано с освоением компании Мичел Эльгинское месторождение и успешным развитием проектов компании Колмар в ТАСЭР Южная Якутия. Хочу в целом отметить успешную деятельность двух ТАСЭР Кангаласы и Южная Якутия. 26 резидентов уже инвестировали в производство 35,5 миллиардов рублей, создали 4,5 тысяч новых рабочих мест. Более чем на 17% в сравнении с 2017 годом возрастает у нас в этом году добыча нефти. Главным событием наступающего года в газовой отрасли Якутии, да, наверное, и всей страны, станет начало поставок природного газа с Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения «Газпрома». Ввод магистрального газопровода «Сила Сибири» в декабре 2019 года даст республике возможность в будущем начать масштабную газификацию Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов. На устойчивый рост выходит золотодобывающая отрасль, активное промышленное освоение крупных золоторудных месторождений, Малоторынского рудного поля, Нежданинского, выход на проектную мощность месторождения Дражное, Рябиновое и Гросс позволит республике к 2024 году стать одними из лидеров России по добыче золота. 31 октября этого года начато освоение Верхнемунского месторождения алмазов компании «Алрос». Давая старт проекту, президент России Владимир Владимирович Путин пожелал, чтобы все у нас складывалось удачно. У нас это и у «Алроса», и у всей республики. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить огромную благодарность руководству компании «Алроса» за поддержку в преодолении тяжелейшего финансового кризиса в ситуации с государственным бюджетом, о которой я уже говорил. Компания в результате изменения дивидендной политики направила бюджет республики дивидендов на 9,5 миллиардов рублей больше, чем планировалось. Во многом благодаря этому нам удалось закрыть бюджетную дыру, выполнить социальные обязательства, обеспечить заработную плату работникам бюджетной сферы, снять напряженность по платежам предприятиям ЖКХ и энергетики. 2 миллиарда 771 миллион рублей дополнительных дивидендов от «Алроса» получили также улусы алмазной провинции. Сегодня наша алмазная компания стоит перед большими вызовами. От угрозы синтетических алмазов до необходимости упрачивать и удерживать лидерство на алмазодобывающем рынке всего мира. Авария, которая этим летом привела к загрязнению Вилюя, высветила уязвимость технологических объектов перед стихией. Я хотел бы сказать искренние слова благодарности жителям вилюйских улусов, общественникам, экологам, всем неравнодушным якутянам, кто душой восприняли эту беду. Хотел бы также отметить открытость, готовность к диалогу и информированию со стороны руководства компании. Во многом благодаря этому, я считаю, нам удалось снять напряженность, которую, к сожалению, в августе особо подогревалась в преддверии выборов. Ответственность компании, в том числе и моральная, за эту аварию, безусловно, есть, ее никто не отрицает. Нами достигнута сегодня договоренность с руководством компании «Алроса» об увеличении отчислений в целевой фонд «Будущее поколений», начиная с 2019 года по 150 миллионов рублей ежегодно, которые будут направляться целевым назначением на обеспечение чистой водой ряда населенных пунктов Вилюйской группы улусов. Это решение в пятницу утверждено на наблюдательном совете компании «Алроса» под председательством первого вице-премьера правительства Российской Федерации, министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова. Я поручаю правительству совместно с улусами алмазной провинции в месячный срок доработать и утвердить целевую программу по использованию этих средств и незамедлительно приступить к ее исполнению. Я сам вырос на берегах Вилюя и всей душой понимаю, насколько случившаяся этим летом ситуация заострила вопросы экологии в нашей республике. Понимаю, какое огромное значение имеет состояние окружающей среды не только для здоровья людей,
и общественного самочувствия, ну и в целом для будущего всех жителей Якутии. Именно поэтому первым я подписал стратегический указ об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. В нем закреплены наши задачи и действия, которые должны вывести на новый уровень экологическую культуру в республике в самом широком ее понимании. Это, конечно, повышение экологической ответственности промышленных предприятий и их переход на новейшие безопасные технологии. Но это и экологическая сознательность, ответственность всех людей. Забота о окружающей среде со стороны каждого жителя Якутии без исключения. В скором времени республика, как и вся страна, должна перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Но на сегодня в Якутии только 7 объектов размещения твердых коммунальных отходов отвечают природоохранному законодательству и санитарным требованиям. 7 из 470. Многие руководители муниципалитетов сидят и ничего практически не предпринимают. При этом ситуация местами просто катастрофическая. Накопление отходов и промышленных, и бытовых практически неизмеримо. Правительству республики нужно решать эту сложнейшую проблему совместно с органами федеральной власти, местного самоуправления, уполномоченными структурами. Решать безотлагательно, проводить широкую разъяснительную, организационную работу. В конечном итоге новая система должна сработать так, чтобы мусорный вопрос у нас вышел на уровень цивилизованного решения в каждом населенном пункте республики. Уважаемые коллеги, говоря об уязвимости нашей природы, необходимости заботы о ней, без особого внимания невозможно оставить Арктику. Потому что Арктика – это будущее Якутии. Но сегодня это наша общая боль. С каждым годом крайний север республики становится все более безлюдным. Если численность жителей республики в целом возрастает, то с 2010 года население арктических улусов у нас уменьшилось на 8%. За эти годы на треть стало меньше людей, которые занимаются оленеводством. На четверть сократилось поголовье оленей. Практически ежегодно в северных районах происходят крупные коммунальные аварии, которые ставят под угрозу безопасность поселков и их жителей. А решения, принятые по строительству коммунальных и социальных объектов, зачастую просто не исполняются. Правильным в свое время было решение о создании Государственного комитета по Арктике. Но потом вся работа практически свелась лишь к регулированию традиционных видов деятельности местных жителей, оленеводства и рыболовства. Развитие арктической зоны требует комплексного подхода. Наскоками, точечными мерами ее точно не поднять. Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления. Понимая это, а также оценивая глубину проблем и значимость благополучия людей, которые испокон века живут в арктических районах, я принял решение о создании Министерства по развитию Арктики Республики Саха-Якутия. Экономический рост северных улусов республики связан сегодня с формированием северо-якутской опорной зоны развития арктической зоны России. Упор будет сделан на развитие транспортной инфраструктуры вокруг Северного морского пути. Это реконструкция портов, создание высокотехнологичной Жатайской судоверфи, строительство которой начнется в 2019 году. В рамках национальных проектов начнется масштабная реконструкция северных аэропортов. Развитие транспортной системы даст толчок промышленному развитию Арктики, освоению недровых запасов мирового масштаба. Наша задача – создавать все условия для привлечения инвестиций, помогать бизнесу в продвижении и реализации крупных инвестпроектов. В Арктике должно возродиться и развернуться масштабное промышленное производство. Экономическое развитие станет опорой в преодолении разрывов в состоянии социальной сферы арктических районов, в качественном улучшении условий жизни и труда северян. При этом сохранение традиционного жизненного уклада и среды обитания коренных народов, неукоснительная защита уязвимой экологии Арктики – это должно стать ключевым критерием развития всей огромной арктической территории. Новое министерство будет координировать все проекты в арктической зоне республики. Такие мероприятия в обязательном порядке должны будут быть закреплены отдельной строкой в каждой государственной программе Республики Саха-Якутия. Министерству будет поручено в краткие сроки разработать отдельную программу по комплексному развитию Арктики. Я призываю народных депутатов Государственного собрания Илтумен, глав муниципальных районов, общественные организации принять самое активное участие в разработке данной программы, а в дальнейшем в ее реализации во благо людей, которые своим трудом, своей жизнью в самых экстремальных условиях на планете сохраняют нашу Арктику для России. Уважаемые коллеги, современная цивилизация должна прийти в Арктику, так же, как и во все отдаленные труднодоступные районы нашей республики.
Сегодня в республике 144 населенных пункта, где проживает 75% населения республики, уже подключены к оптоволокну. В этом году подключены Сунтарский, Нюрбинский, заканчиваются работы в Верхневилюйском, Вилюйском улусах. К 2024 году 85% населения республики должно иметь доступ к быстрому интернету. Безусловно, доступный интернет – это только инструмент. Цель цифровизации республики – это преобразование всех процессов государственного управления, повышение эффективности бюджетных расходов. Важное место цифровизация займет в реальном секторе, в базовых отраслях и в новом секторе экономики, который основан на цифровых технологиях. Для этого принято решение о создании специализированного фонда развития инноваций. В ближайшее время стартует акселератор инновационных проектов, ориентированных на внешние рынки. Поставлена задача к 2024 году в инновационные проекты привлечь не менее 1 миллиарда рублей через фонд развития инноваций. Уверен, что все эти цели достижимы. Через 9 дней, 26 декабря, в Якутске начнет работу IT-парк, первый на Дальнем Востоке. И цифровизация должна дать толчок новому качеству образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, земельных отношений, развития жилой среды в городах и селах Якутии. Должна стать стимулом для развития человеческого капитала и успеха каждого жителя республики в новом технологическом укладе. Уважаемые коллеги, я убежден, что главный двигатель успеха – это знание. Учиться нужно нам всем. Это должно стать нормой жизни для каждого якутянина в любом возрасте. Поэтому я поручил правительству республики совместно с органами местного самоуправления, федеральными научными образовательными организациями создать все условия для развития и реализации потенциала каждого человека, от детей до пожилых людей. В системе общего образования поставлена задача до 2024 года войти в число 15 лучших регионов России по качеству образования. Создавая условия для развития детей, мы должны исходить из того, что каждый ребенок талантлив и одарен. В 2019 году завершится строительство Международной артиллерийской школы. На базе Малой академии наук в Актемцах строится и будет создан Центр поддержки способностей и талантов детей. Круглогодичный центр «Полярная звезда», ориентированный на мировые стандарты работы с одаренными детьми, откроется на частные средства в Северной Мозаике в поселке Табага. Вместе с IT-лицеем, который должен быть открыт здесь, в городе Якутске, эти центры станут опорными точками новой образовательной сети, нацеленной на обеспечение равного доступа детей всей республики к самым передовым знаниям и возможностям самореализации. Сфера образования должна отвечать темпам развития науки и технологий. Поэтому особое внимание будет обращено на создание технопарков и центров цифрового образования для детей в муниципальных образованиях республики. Для организации грамотной профориентации стартует проектная инициатива «Рабочая элита», направленная на подготовку конкурентоспособного человека труда через создание цифровой образовательной среды системы профтехобразования. Высшие учебные заведения республики должны усилить сотрудничество с мировыми научно-образовательными центрами. Сближение с лидерами в научной сфере позволит превратить Якутию в один из кластеров качественного образования и развития человеческого капитала. В республике будет продолжено масштабное строительство детских садов. В том числе при федеральной поддержке на эти цели планируется направить порядка 3 миллиардов рублей. Будем строить новые школы, в первую очередь, конечно же, взамен аварийных, которых у нас, к сожалению, еще немало. В зоне особого внимания в части строительства новых школ, конечно же, будет и наша столица, город Якутск, где проблема нехватки школьных мест на сегодня самая острая. Уважаемые коллеги, множество проблем требует решения в системе здравоохранения республики, которая сегодня малоэффективна и не отвечает современным стандартам. Надо признать, что мы здесь очень серьезно отстали, и якутяне не получают медицинских услуг должного качества. Повсеместные очереди в поликлинике, нехватка врачей. Такая ситуация никоим образом не устраивает людей. Самое большое недовольство населения в промышленных районах, в крупных городах вызывает сегодня именно качество здравоохранения. Переоснащение сегодня требуется не только районным и участковым больницам, но и крупным медицинским центрам, где передовое когда-то оборудование сегодня уже безнадежно устарело. Ситуацию надо менять, и менять надо ее кардинально. Поддержка председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Петровича Трутнева позволила нам добиться изменения методики распределения субвенций на обязательное медицинское страхование.
Благодаря этому здравоохранение республики получит в наступающем 2019 году на 6 миллиардов 700 миллионов рублей больше, чем в 2018 году. Дополнительные средства пойдут в первую очередь на оплату труда медицинских работников, на приобретение медикаментов, расходных материалов, продуктов питания для больниц. Порядка 7 миллиардов рублей будет направлено на обновление медицинского оборудования, расширение сети базирования санитарной авиации, повышение качества и доступности медицинских услуг через цифровые технологии. Безусловным приоритетом должна стать ранняя профилактика заболеваний. Чтобы это стало возможно, мы продолжим работу по созданию медицинской инфраструктуры, в первую очередь по строительству республиканского онкологического и кардиологического диспансеров. Уважаемые народные депутаты, коллеги, сегодня у нас, как и повсюду в стране, одна из важнейших задач – это кардинальное повышение комфорта жилой среды. Уникальная возможность для ее решения открывается в рамках национальных проектов и новых федеральных проектов. С 2019 года стартует второй этап программы переселения граждан из аварийного жилья. На эти цели республики из федерального бюджета выделяется беспрецедентно огромная сумма – порядка 60 миллиардов рублей. Это почти 16% всех средств, выделяемых по этой программе по всей стране. Якутия получит также 16,7 миллиардов рублей по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 300 миллионов рублей только в 2019 году у нас поступит по национальному проекту «Комфортная городская среда». Синхронизация всех этих средств со средствами республиканского и муниципальных программ по благоустройству, модернизация жилищно-коммунального хозяйства должна дать ощутимое улучшение качества населенных пунктов всей Якутии. По безопасности, по состоянию дорожной и инженерной инфраструктуры, по качеству общественных пространств и архитектурному облику. Считаю, что эта задача должна стать вызовом для органов местного самоуправления на предстоящие годы. Но для того, чтобы максимально эффективно использовать все ресурсы и добиться перелома в качестве наших городов и сел, нужно прежде всего грамотное и профессиональное управление. В этой связи я вынужден отметить слабую эффективность управления во многих муниципалитетах и на поселенческом, и на районном уровнях. Главам муниципальных образований надо учиться и повышать свои компетенции. Это обязательное условие успешной работы на том уровне, который сегодня требуется. Я прошу правоохранительные, контрольно-надзорные органы самым тщательным образом вести контроль расходования средств по национальным проектам. Нельзя допустить случаев халатности и разбазаривания, которые, к сожалению, были у нас в ряде районов на первом этапе по программе расселения аварийного жилья. Администрация, главы и правительства также будут усиливать борьбу с коррупционными проявлениями. Такие факты у нас, к сожалению, есть. Проведены проверки и приняты меры воздействия в отношении 5 глав муниципальных образований и 14 депутатов представительных органов. Эта ситуация, конечно же, вопиющая и недопустима. Ее необходимо искоренять. Только открытость власти и доверие жителей позволит объединить усилия и ресурсы всего общества, чтобы преобразить родную республику. Одной из ключевых сфер ответственности органов местного самоуправления республики является, вместе с нами, конечно же, является развитие села. Многие годы в сельское хозяйство направлялись огромные финансовые средства, но их низкая эффективность стала уже притчей во языцах. Ощутимых результатов, к сожалению, от наших многомиллиардных вливаний на сегодня нет. 11 декабря я подписал 5-й из своих стратегических указов о развитии сельского хозяйства в Республике Саха-Якутия. Поставлена задача к 2024 году добиться прорывных темпов роста сельхозпродукции, обеспеченности населения республики экологически чистыми продуктами питания собственного производства. Местная сельхозпродукция должна вытеснить с прилавков привозные товары сомнительного качества, и это главная цель агропромышленного комплекса республики. Для достижения этой цели нужна максимальная эффективность мер государственной поддержки в сочетании с рыночными механизмами развития отрасли. Одна из первоочередных задач – это вовлечение в производственный оборот и рост продуктивности пашен и сельхозугодий и их доступность для местных аграриев. Сложнейший вопрос – это повышение продуктивности животноводства, обеспеченности населения мясной продукцией. Для его решения будет развернуто строительство животноводческих ферм механизированных соевиков, типовых коневодческих баз. Правительству поручено расширить механизмы сохранения и увеличения поголовья уникальных пород табунных лошадей и якутского скота, обновление материально-технической базы оленеводства.
До 2024 года поставлена задача ввода производственных мощностей, которые будут обеспечивать прирост переработки молока до 60%, мяса до 50%, овощей и картофеля до 30%. В рамках единой инженерно-технической политики будет обновляться парк перерабатывающего оборудования и сельхозтехники. В целях расширения рынков сбыта будут внедряться электронные торговые площадки, мобильные приложения, системы сертификации для продвижения якутской сельхозпродукции на другие внешние рынки. Для повышения эффективности государственной поддержки сельского хозяйства, ориентированной на решение всех поставленных в отрасли задач, создается фонд поддержки агропромышленного производства Республики Саха-Якутия с ежегодным привлечением средств институтов развития. Самое важное, экономические результаты работы агропромышленного комплекса должны привести к росту доходов работников сельского хозяйства, к развитию сельских территорий. Это одна из самых базовых задач стратегии республики. Уважаемые коллеги, не менее важной стратегической задачей, стоящей перед нами, является поддержка духа свободы предпринимательства, деловой инициативы якутян. Для этого нам необходимо не просто снижать, нам надо ломать любые административные барьеры, устранять неконкурентные условия для малого бизнеса, обращая весь административный ресурс государства на борьбу с незаконным и нелегальным предпринимательством. Перед правительством республики поставлена задача уже в 2019 году на треть сократить виды регионального надзора, максимально сократить сроки выдачи разрешений на строительство, на подключение к сетям газоснабжения. В 2019 году для бизнеса в районах республики должно быть открыто не менее 10 новых окон МФЦ. В этом году республика привлекла из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на создание региональной лизинговой компании. Лизинговая компания будет выступать действенным механизмом по поддержке субъектов малого бизнеса. До конца года уже будут подписаны контракты на сумму 120 миллионов рублей. Во взаимодействии с малым бизнесом должны быть вовлечены все. Рекомендую субъектам государственного сектора, это государственные муниципальные учреждения, предприятия с участием республики и муниципалитетов, формировать отдельные лоты на продукцию местного производства и осуществлять такие закупки среди субъектов малого бизнеса республики. Прошу также активнее включаться в эти процессы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. Прежде всего, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, направленной на совершенствование и на работу по рискоориентированному методу, на повышение информированности предпринимательского сообщества. Улучшая бизнес-климат в республике, прежде всего мы должны держать во главе угла интересы малого бизнеса, наших местных предпринимателей. Это важнейшее условие роста благосостояния якутян и благополучия всей республики. Уважаемые друзья, в центре внимания, как я уже сказал, будет находиться столица нашей республики, город Якутск. За последние годы при поддержке республики и федерального центра темпы развития городского округа Якутск вышли на траекторию устойчивого роста. Так удалось добиться взрывного улучшения социально-культурной инфраструктуры и сети дошкольных учреждений. Только вот лишь в ближайшие 2 месяца мы откроем в Якутске сразу 4 новые школы и 4 новых детских сада, а также детскую школу искусств с библиотечным центром. До конца 2019 года также будут введены Дворец современного искусства, Международная артистская школа и еще один крупный новый детский сад. Эти темпы должны быть не просто поддержаны, они должны быть развиты дальше. Благодаря той работе, которая сегодня проводится руководством республики по национальным проектам и программам, в столицу из федерального и республиканского бюджетов будут направлены колоссальные финансовые средства, в том числе порядка 5 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья, 1 миллиард будет поступать из республиканского и федерального бюджета на ремонт городских дорог. Также Якутск получит достаточно крупные средства по программе создания комфортной городской среды. Отдельным решением правительства России по поручению президента страны до конца этого года 450 миллионов рублей будет направлено на выкуп помещений под школы в городе Якутске. Кроме того, по плану подготовки к столетию ЯССР в столице начнется реконструкция площади Ленина, начнется создание парка будущих поколений, строительство современного здания Государственной филармонии Республики Саха-Якутия. Все эти проекты должны быть уже осуществлены к столетнему юбилею республики. Конечно же, новой городской администрации необходимо уже переходить к конкретным реальным делам, необходимо организовать четкую, слаженную, эффективную работу по национальным проектам, по всем направлениям развития столицы. Сделать предстоит нам всем очень много. Реализация всех национальных проектов, как и в Якутске, так и в районах республики, будет на моем личном контроле. Дорогие друзья,
историческая веха высветит и достижения в физическом, духовном и культурном развитии человека в нашей республике. Заложенное еще первым президентом республики Михаилом Ефимовичем Николаевым стратегически верное решение по формированию здорового образа жизни сегодня приносит свои результаты. Каждый третий житель Якутии у нас сегодня систематически занимается спортом. Наша цель, чтобы это был каждый второй. Будем продолжать строительство спортивных объектов, открывать их для всех якутян, желающих заниматься физической культурой. В 2019 году состоятся 7-е спортивные игры народов Якутии в Амге, в 2021 году 21-я спартакиада игры Манчары в селе Бердигистях. Спортивная Якутия – это уже узнаваемый бренд. И здесь мы четко претворяем слова президента страны, чтобы наши национальные виды спорта пробивались в олимпийские дисциплины. Рост популярности масс-рестлинга в России и во всем мире является этому подтверждением. В ранг одного из мировых центров развития вольной борьбы возведет нашу республику Кубок мира, который, я уверен, впервые пройдет в городе Якутске 15-18 марта 2019 года. Задача освоения всех передовых технологий, шагая в ногу со временем, стоит перед сферой культуры. К примеру, широкое внедрение цифровизации в библиотеках, музеях, архивах и других направлениях – это требование времени. Таким образом, мы сможем сохранять культурное наследие и, конечно же, обеспечивать его популяризацию, в первую очередь, через креативные индустрии среди молодого поколения. 2019 год объявлен годом театра в России. Уверен, этот тематический год откроет новые возможности для приобщения жителей республики к вечным духовным ценностям, а также выведет театральное искусство Якутии на новую орбиту в России и в мире. Коллеги, 2018 год прошел у нас в республике под знаком содействия занятости населения. Результаты здесь у нас есть. За этот год создано более 2000 новых рабочих мест, почти 3000 безработных граждан прошли курсы профессионального обучения. По проекту «Местные кадры в промышленность» на крупных производствах сегодня трудоустроено 4500 жителей республики. Эта работа будет нами продолжена. Упор будет сделан на создание условий для приобретения якутянами профессий, реально востребованных на рынке труда. Мы поддержим предпринимателей, создающих новые рабочие места. Значительных трудовых ресурсов, конечно же, потребует реализация национальных проектов, о которых я уже говорил. Взять, к примеру, строительство автодорог в республике. За 6 лет нам нужно построить 200 километров в столице республики и 1014 километров в районах республики, на региональных дорогах. Также до 2024 года нам предстоит расселить более 900 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Я поручаю правительству в первом квартале 2019 года оценить проблемы нехватки квалифицированных кадров, в целом производственных мощностей для строительства транспортной, социальной и другой инфраструктуры и предложить пути решения этой задачи. Развитие современного рынка труда, предпринимательства, а также кардинальное повышение адресности социальной помощи – это основа для преодоления бедности в республике, повышения доходов якутян. Поэтому я поручаю правительству в первом полугодии 2019 года утвердить комплексный план по снижению уровня бедности к 2024 году с четкими целевыми задачами и конкретными мерами. Дорогие друзья, уходящий год был объявлен годом добровольца в Российской Федерации. И мы видим, насколько возросла популярность волонтерского движения у нас в Якутии. Без участия добровольцев не обходится ни одно крупное республиканское событие, субботники в городах и селах, многочисленные благотворительные и социальные акции. Добровольческое движение будет только нарастать, вовлекая все больше якутян. Ведь работать сообща, помогая друг другу, это в наших традициях. Народ кюльгэ, кемель кюльгэ. Это народная мудрость, которая сравнивает силу единения людей с мощью весеннего ледохода, подтверждает, что вместе нам все по плечу. Уважаемые якутяне, уверен, что каждый из вас, независимо от возраста, профессии или политических взглядов, желает видеть нашу Якутию лучшим местом для жизни, связывает с ней и свою судьбу, будущее своих детей и внуков. Сегодня я представил вам приоритеты нашей работы на ближайшие годы. Конкретный план действий сегодня уже определен в моих стратегических указах. Их исполнение, достижение заданных показателей по всем направлениям социально-экономического развития республики будет главным критерием оценки эффективности правительства, органов местного самоуправления, персонально каждого руководителя. Но чтобы достичь поставленных целей, кардинально улучшить качество жизни якутян,
потребуется сила и энергия всего нашего общества. Нам надо работать вместе преодолевая разобщенность и сиюминутные разногласия, понимая, что только от нас вместе с вами зависит будущее Якутии. Объединить для большого шага вперед общественные и политические силы, бизнес и власть всех жителей республики. Это главное, что мы должны сделать сейчас. Поэтому я объявляю 2019 год годом консолидации в Республике Саха-Якутия. Укрепление взаимного доверия в обществе, вовлеченность и личный вклад каждого якутянина в развитие родного села, города, республики и всей страны, осознание значимости своего участия в общественной жизни – такими я вижу главные цели года консолидации. Депутатский корпус Республики муниципальных образований, Общественная палата Якутии в сотрудничестве с местными общественными советами, политические партии, национально-культурные общины, общественные движения, профессиональные союзы, все жители Якутии смогут и должны стать участниками большой работы по решению самых важных вопросов развития нашей республики. Дорогие друзья, сегодня настало время перемен, качественных изменений в нашей жизни. Эти перемены не должны нас пугать, а наоборот должны вдохновлять и открывать новые возможности для каждого якутянина. Ведь у нас у всех общая цель – это процветание Якутии. А сильная, успешная республика – это прежде всего успешный и счастливый человек. Я уверен, что в 2019 году мы все с еще большей энергией будем строить обновленную Якутию. Күнді бір дойдылақтарым, сомолығы ғылығар, бары күйгі уау қалбуан, сақабыт сирин бига тургун, иннеки сайтар кескелин түстеуін. Спасибо.